Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшейк Шара. Сегодня президент Рауль Хаджимба провел пресс-конференцию. Глава государства подвел итоги уходящего года и ответил на многочисленные актуальные вопросы журналистов. Смотрите репортаж Ирины Аршпа. В начале пресс-конференции Рауль Хаджимба поздравил всех с наступающим Новым годом. Несмотря на то, что уходящий год был непростым, есть определенные успехи и достижения, сказал президент. Год был непростым, трудный. Были объективные и субъективные факторы, влияющие на эту ситуацию. Внешнеторговый оборот Абхазии по сравнению с прошлым годом вырос почти на 1,5 миллиарда рублей. Импорт возрос на 177 миллионов, а экспорт почти на 1 миллиард с чем-то. Это показатель того, что идет перегруппировка возможностей Абхазии. Проблемы экономики и внешней политики, вопросы безопасности, паспортизации граждан Абхазии и общественно-политической ситуации, складывающейся в стране за полгода до выборов президента. Эти и другие темы затрагивались в вопросах журналистов. Раулю Хаджимба был задан вопрос по поводу недавно созданной организации «Общее дело», которая позиционирует себя в качестве третьей силы. По мнению главы государства, в Абхазии появилось слишком много различных политических коалиций. И нужно заявлять о своих программах. Все хотят хорошей жизни. Но как эту хорошую жизнь построить, пока никто достаточно четко не заявил. А что касается, будут ли они третьей силой, которая действительно сможет пойти отдельно в таком маленьком обществе, нужно будет, наверное, искать союзников, тех людей, которые будут поддерживать эту так называемую третью силу. Но я, как и заметил, что-то слишком много третьих сил. Один из злободневных вопросов сегодняшнего дня – ситуация с утилизацией мусора. Журналистов интересовало, как решается эта проблема. Как отметил Рауль Хаджимба, говорить о строительстве крупного мусороперерабатывающего завода пока не приходится. Но в следующем году этот вопрос, пусть и частично, но все же будет решен. Строительство заводов я пока не вижу возможным. Это значительнейшие, огромные суммы денег, необходимые для того, чтобы построить такого рода заводы. Только в Сочи, вот здесь вот у нас рядом по соседству, речь идет о 22 миллиардах для того, чтобы построить завод, который мог бы сжигать этот мусор, и чтобы он еще и не нарушал экологическую обстановку. Мы говорим о возможности строительства нового полигона и начала работ по прессованию этого мусора. Мы проговорили с российской стороной и сами изыскали те возможности, которые к следующему году будут уже использованы для того, чтобы закупить такую технику и завозить на новый полигон уже в прессованном виде. В 2019 году завершается российская инвестпрограмма содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Рауль Хаджимба дал высокую оценку реализации программы, отметив при этом, что по некоторым объектам есть серьезные нарушения в плане расходования средств. По части, касающейся строительства новых объектов, они идут с опережением и, несомненно, будут сданы к тем заявленным срокам. Но есть и недостатки. Ситуация, которая складывается с водопроводом в Человах. Нам нужно будет дополнительно сейчас изыскивать возможности для того, чтобы довести до логического завершения эти работы. Материалы, которые необходимы были для того, чтобы посмотреть, насколько правильно и насколько законно все эти работы складывались в предыдущие месяцы. Подключена прокуратура, проведены предварительные экспертизы, которые дают неутешительную картину. Не сомневаюсь, что встанет вопрос и о возмещении, и о привлечении к уголовной ответственности. Журналистов также интересовало мнение президента об инициативе некоторых граждан Абхазии ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН о противодействии коррупции. Рауль Хаджимба заявил, что поддерживает данную инициативу. Вместе с тем глава государства с сожалением отметил, что инициированные ранее проекты законов о госслужбе и борьбе с организованной преступностью так и не нашли поддержки в Народном собрании. Мы предлагали законы по борьбе с организованной преступностью.
Лежит в парламенте закон о госслужбе. Но почему-то пока нет никакого продвижения. Надо всем желать изменить это положение дел. И те, кто говорит о борьбе с коррупцией, должны сами демонстрировать свою открытость для общества. Я встречался со многими депутатами, представителями той группы людей, которые готовы работать в этом направлении. Я их поддерживаю. Зарплата бюджетников в 2019 году увеличится на 6% и в среднем составит 13-14 тысяч рублей, сообщил в ходе пресс-конференции президент Рауль Хаджимба. Это в первую очередь касается сферы образования, культуры и здравоохранения. Вопросы заработной платы в соответствии с теми соглашениями, которые были приняты между нами, то есть Россией и Абхазией, для значительной части бюджетников они возрастут практически на 6,2%. И заработные платы в среднем будут составлять порядка 13-14 тысяч рублей. Это в первую очередь коснется образования, культуры, здравоохранения и других социальных сфер. Пресс-конференция главы государства длилась около 2 часов. Рауль Хаджимба ответил более чем на 30 вопросов журналистов. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. Сегодня в Москве состоялось 17-е заседание Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. В заседании приняли участие премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба, заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Мутко, вице-премьер, министр финансов Джансу Хананба, министр экономики Адгур Ардзенба, министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, представители администрации президента России, члены российской и абхазской частей комиссии. В повестке заседания вопросы, связанные с оказанием текущей финансовой помощи Республике Абхазия в целях ее социально-экономического развития в 2018 году, реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики на 2017-2019 годы и утверждением подходов к формированию инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы. Как отметил на заседании премьер-министр Валерий Бганба, между Россией и Абхазией нет серьезных споров по поводу освоения российской экономической помощи. Все вопросы по этим проблемам с Южным Кавказом мы за все эти годы обговаривали, серьезных споров у нас нет, идет работа, конечно, есть отставания, есть где-то, наверное, ошибки, стараемся по ходу их исправлять. Я надеюсь, и в дальнейшем наше благотворное сотрудничество мы начали работать с Минстроем России, в части проектирования, экспертизы наших проектов. Я думаю, что это тоже будет способствовать улучшению нашей деятельности совместной. И самое главное, я хочу вам сказать, что я и мои коллеги, наша цель одна – это главное эффективное использование средств, которые выделяет Россия в помощь Республике Абхазия. Поэтому мы будем делать все, чтобы действительно помощь была целенаправленно использована. И, пользуясь случаем, я хотел бы вас всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать удачи, благополучия семье, благополучия стране. Надеюсь, что мы и в будущем году также будем благополучно сотрудничать. Биологическое оружие, современные вызовы и угрозы – так назывался семинар, который прошел в Министерстве обороны Республики Абхазия. Это межведомственный научный семинар, участники которого в том числе обсуждали, какие угрозы безопасности Абхазии представляет биологическая лаборатория в Грузии. Как известно, в современном мире происходит стремительное изменение методов и условий ведения войн. Появляются информационные, психологические, химические, биологические войны. Межведомственный научный семинар в Министерстве обороны был посвящен биологическому оружию, а именно возможности применения его на современном этапе. В своем докладе полковник Вадим Куртава отметил, что за последние несколько лет количество биологических лабораторий США в странах постсоветского пространства и по всему миру возросло в разы, что не может не вызывать беспокойства в Абхазии, так как подобные лаборатории были открыты в соседней Грузии. Он также отметил, что зачастую информация о деятельности таких лабораторий закрыта. Одним из таких секретных объектов
стал построенный в Грузии Центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара. Согласно официальной информации, основанием для строительства в Тбилиси лаборатории стал рамочный договор, подписанный между правительствами Соединенных Штатов Америки и Грузии еще в 1997 году при правлении Эдуарда Шеварднадзе. Между оборонными ведомствами Соединенных Штатов Америки и Грузии было оформлено соглашение о сотрудничестве в сфере технологий и патогенов, связанных с развитием биологического оружия и нераспространением информации в этой сфере. В числе докладчиков были также представители радиохимической биологической службы 7-й военной базы Министерства обороны Российской Федерации, дислоцированной в Гудауте. Старший лейтенант Василий Зулобин рассказал о военно-биологической деятельности на территории Грузии как о важной проблеме безопасности Абхазии. Эксперты сходятся во мнении, что выбор мест размещения лабораторий не случайен. Многие из них расположены на сопредельных с Россией и Китаем территориях, являясь постоянным источником биологических угроз для наших государств. Ярким примером может служить Центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара, который находится в Грузии, в населенном пункте Алексеевка. Особое внимание требует расположение центра. Вблизи расположены 3 аэропорта, 2 из которых военные. Эти обстоятельства в качестве наиболее тревожного вопроса определяют наличие возможностей по увеличению ареала распространения продуктов военно-биологической деятельности. На семинаре, посвященном использованию биологического оружия, речь также шла и об инфекционных заболеваниях. Главный санитарный врач Сухума Алла Беляева в своем докладе привела статистику ВОЗ, по данным которой ежегодно 2 миллиарда людей болеют инфекционными заболеваниями, из которых 17 миллионов людей умирают. Беляева также отметила, что самым эффективным методом профилактики вирусных заболеваний является иммунизация. Я хотела бы сегодня обратить ваше внимание на такую важную часть биологической безопасности, как вакцинопрофилактика. Биологическая безопасность – это система медико-биологических, организационных и инженерно-технических мероприятий и средств, направленных на защиту работающего персонала, населения и окружающей среды от воздействия патогенных биологических агентов. Поэтому, кто имеет маленьких детей невакцинированных, задумайтесь над этим. По оценкам специалистов, иммунизация позволяет ежегодно предотвращать от 2 до 3 миллионов случаев летального исхода. Поэтому главный санитарный врач столицы настоятельно рекомендует своевременно прививать себя и детей во избежание вспышки инфекционных заболеваний. Вакцинация. Рауль Хаджимба поздравил сотрудников Государственного комитета Республики Абхазия по экологии и охране природы с 25-летием со дня образования комитета. Ваша профессия требует колоссальной ответственности, значительного мастерства и опыта в сфере защиты окружающей среды. Выражаю благодарность за те усилия, которые вы прикладываете для обеспечения экологической безопасности нашей страны, за вашу настойчивость и терпение, с которыми вы помогаете сохранять природные богатства Республики Абхазия, обеспечивая нам благоприятную окружающую среду, отмечается в частности в поздравлении президента. Сегодня в Сухуме состоялся очередной 7-й съезд Общественной организации ветеранов Отечественной войны Абхазии «Аруа». В ходе съезда был обновлен и переизбран новый состав Высшего совета общественной организации. Съезд подтвердил полномочия председателя «Аруа» Ильи Гуния. В связи с возникшими разногласиями резолюция съезда не была принята. На днях в Большом зале Московской консерватории имени Петра Чайковского состоялся концерт в гостях у Моцарта с участием симфонического оркестра оперного театра при Московской консерватории. С большим успехом выступили молодые абхазские музыканты, лауреаты республиканских и международных конкурсов Эмилия Терзянхакба и Барас Куджба. Дирижировал музыкантом главный дирижер Государственного камерного оркестра республики, заслуженный артист Абхазии Давид Терзян. Сегодня министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсаля приняла молодых музыкантов и поздравила их с успехом, отметив, что выступать в одном из престижных концертных залов России – это большая удача и хороший старт для дальнейших творческих свершений. Музыканты, в свою очередь, отметили, что представлять свою страну на таком мероприятии им было вдвойне волнительно и ответственно. Поздравляю вас, вы взяли большую высоту сразу. Она обязывает к очень многому. Дай Бог, чтобы ваш жизненный путь, он был творческий путь, он был большой, успешный, на котором будут, конечно, какие-то трудности, но наверняка и открытия, и достижения. Многие музыканты, я думаю, что посчитали бы за честь выступить в стенах этого зала, да, где даже попасть туда, да. Поэтому определенно это знак в вашей жизни.
Еще раз говорю спасибо родителям, педагогам, которые поверили в вас. И дерзайте, идите вперед, и мы тоже поможем вам, чем сможем. Поздравляю вас. Спасибо. Конечно, это большая ответственность. В первую очередь мы представляем Родину. И за это были волнения, конечно, но все-таки, как и Эмилия сказала, это дуэт. Мы более удобно себя чувствовали, тем более и наш дирижировал Таида Девич. И это нам еще придавало уверенность. Международная ассамблея столицы крупных городов СНГ совместно с Общероссийским конгрессом муниципальных образований провел круглый стол в Москве, в ходе которого от имени президента МАГ Ирека Ялалова, главе администрации города Сухум Адгуру Харазе был вручен орден за вклад в устойчивое развитие городов СНГ, учрежденный в честь 20-летия создания Международной ассамблеи столицы крупных городов СНГ. Кроме того, орденом были награждены бывший глава столичной администрации, заместители и помощники мэра в разные периоды, а также отделов столичной администрации. Сегодня Адгур Харазе в торжественной обстановке вручил награды Алясу Лабахуа, Алхацу Квицине, Нанзору Кортуа, Вадиму Черкезия, Тимуру Ткибучава, Виктории Аргун, Ирине Шоне и Наталье Ермак. Было серьезное событие в истории нашего города, когда мы вступили в эту ассоциацию столицы крупных городов, потому что одним из первых инициаторов этого движения был Юрий Михайлович Лужков в свое время. И первое подписание соглашения у нас было в 2007 году, то есть до признания нас Российской Федерации и рядом других стран. После того, как первое соглашение было подписано, пошли дальше уже соглашения с другими городами. И вот сегодня эта награда, видимо, заслуженно получили я и мои коллеги, с которыми я работал очень долгие годы. Спасибо, во-первых, руководителям, которые передали нам награды. И спасибо хочу выразить главе администрации, который сегодня в торжественной обстановке вручил нам эти награды. Я хочу пожелать нынешнему руководству столицы продолжать развивать эти связи. С сегодняшнего дня по 7 января на площади Свободы у главной елки ежедневно будут проходить новогодние гуляния. Сказочная постановка «Новогодний бал снеговика и куклы Лола», а также различные концерты и театрализованные представления. Организаторы предусмотрели возраст и предпочтения зрителей. Администрация города Сухум к новогодним каникулам подготовила массу праздничных мероприятий для жителей и гостей столицы. С 25 декабря по 7 января с 17 часов дня ежедневно у главной елки на площади Свободы будут проходить новогодние гуляния. В программе аниматоры, интерактивные представления для детей на абхазском и русском языках, дискотека для детей с персонажами детских сказок, карнавал ростовых кукол. А 25 декабря и 7 января праздничный салют. В рамках предновогодних мероприятий 26 декабря в 16 часов состоится новогоднее представление в Центре детского творчества, а в 18:00 пройдет праздничное выступление хореографических коллективов детской школы искусств и детский мюзикл на площади Свободы. Кроме того, Управление культуры столичной администрации во всех микрорайонах Сухума организует праздничные представления. 27 декабря на Турбазе, 28 на Кинопрокате, 29 на Старом поселке и 30 декабря в Новом районе. Начало всех представлений 16 часов. 27 декабря горожан также порадует Комитет по делам молодежи и спорту города Сухум. В 17:00 у главной елки будет представлена сказочная театрализованная постановка «Новогодний бал снеговика и куклы Лол». После окончания постановки начнется анимационная программа с интерактивными играми, бумажное шоу, а также дискотека со светодиодным шоу. С 5 часов до 8 вечера детей будут развлекать ростовые куклы, стеклянные статуи, ходулисты и аквагрим. По окончании праздника будет раздача воздушных шаров. В новогоднюю ночь администрация столицы подготовила праздничную программу для жителей и гостей Сухума. Звезды абхазской эстрады и различные хореографические коллективы создадут незабываемую атмосферу праздника всем, кто решит провести первые часы Нового года на площади Свободы. Завершится праздничное шоу флешмобом и фееричным салютом.
Алика Трапш, Степан Мартиросян, Руслан Орлов, Абхазское телевидение. Сотрудники МЧС Абхазии в канун новогодних праздников проводят разъяснительные мероприятия по противопожарной безопасности, в том числе в учебных заведениях. Об этом материал пресс-службы спасательного ведомства страны. Учащиеся Сухумской школы-интерната усваивают азы противопожарной безопасности, как не допустить возникновения возгорания, как правильно эксплуатировать электроприборы, чтобы они не стали источником пожара, и как вести себя при задымлении помещения. Сотрудники Госпожнадзора МЧС Абхазии подробно рассказывают о тонкостях противопожарной безопасности. В канун новогодних праздников тема более чем актуальная. Тема очень актуальная. У нас с пожарной безопасностью, я не скажу на 5 баллов все, но мы к этому относимся очень внимательно. На каждом этаже, и в спальном, и в учебном корпусе, и в столовой, и в актовом зале, и в спортзале. Везде у нас противопожарная система налажена неплохо. Ну, соответствующую оценку давали сами представители МЧС. Ученики 3-6 классов с интересом слушают о том, как избежать чрезвычайных ситуаций. Ежегодная статистика новогодних праздников неумолима. Число чрезвычайных ситуаций, в частности пожаров, остается довольно-таки высоким. Ребята должны четко знать элементарные правила поведения при пожарах и при необходимости уметь их применить в реальных условиях. Тем более, что учащиеся школы-интерната основное время проводят именно в стенах учебного заведения. В год 2 раза мы стараемся проводить в школах лекции касаемо пожарной безопасности. Детям наши лекции очень понравились, дети были очень активные. Я была, например, очень удивлена. Дети знали, то есть при пожаре, куда звонить, как себя вести, какие средства пожаротушения бывают. Помимо школьников на учебном занятии от сотрудников МЧС присутствовали и преподаватели, которые подчеркнули и для себя немало интересного. Элементы интерактива и викторины внесли динамику в познавательный процесс учебного занятия. Наиболее смышленые и активные были награждены новогодними подарками и сувенирами. До конца года сотрудники Госпожнадзора намерены проверить максимальное количество мест проведения праздничных мероприятий на предмет их соответствия нормам и правилам противопожарной безопасности. Подобные проверки являются плановыми и включены в ежегодный перечень мероприятий первостепенной важности. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается облачная погода, сильный дождь, местами дождь со снегом, возможно гроза. Температура воздуха ночью 2,7, днем 3,8 градусов, температура морской воды 13 градусов. После новостей смотрите передачу «Автограф», а затем в эфире Абхазского телевидения пресс-конференция президента Рауля Хаджимба. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.